Страшная трагедия в Воронежском психоневрологическом интернате унесла жизни 23 человек. Начиная с сегодняшнего дня по всей стране начались внеплановые учения по предотвращению ЧП в социальных объектах с круглосуточным пребыванием маломобильных граждан. Как обстоят дела с этим в Якутии, ознакомился Виталий Абрамов. Социальные объекты с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, куда входят детские дома, дома престарелых и психоневрологические диспансеры, находятся на особом контроле УМЧС. Проверка пожарной безопасности на этих объектах проходит в регулярном режиме. Но несмотря на это, не удалось избежать трагедии в Воронежской области. Только в Якутске таких объектов насчитывается 11, в том числе и психоневрологический диспансер, где сегодня работал инспектор Пошнадзора. У нас это все четко в открытом режиме. Специально мы требования такое непосредственно соблюдаем, чтобы... В рамках проверки также происходит и смотр действия персонала в случае эвакуации здания. По сигналу тревоги 175 пациентов были выведены из объекта. Маломобильным помогали сотрудники. Мы с задачей своей справились, норматив соблюден, провели обход по всем нашим подразделениям, по всем нашим объектам, проверили все наше наличие противопожарных средств пожаротушения. В адрес учреждения ранее был выдан ряд предписаний на устранение нарушений. Большинство из них выполнено, но часть еще нет, так как в здании идет ремонт. Из 9 пунктов осталось, не устранили 2 нарушения. Это огнезащитная обработка, а также дополнительно не оборудована системой, средствами оповещения о пожаре дежурный персонал. Персонал диспансера обещает устранить неполадки, как только закончит ремонт. Параллельно с этим проходит проверка и инструктаж персонала на знания в случае ЧП. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.